Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. 36-й хадис от Убада ибн Самит, рады Аллаху анху. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. رواه المسلم. В сборнике достоверных хадисов имама Муслима приводится хадис от Убада ибн Самит, рады Аллаху анху. Тот сказал: «Сами'ату Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассалям». Я слышал то, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорил. Я слышал то, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорил. Это высказывание сподвижника указывает на усиление смысла, и усиление заключается в том, что этот сподвижник сам слышал от пророка саллаллаху алейхи вассалям, потому что бывало так, что сподвижник слышал слова пророка саллаллаху алейхи вассалям от другого сподвижника, и при этом, когда он передавал их, он упускал этого сподвижника. И такое упущение никак не может навредить нам, потому что все сподвижники, они являются правдивыми, и мы не можем сказать что-либо плохое про какого-либо сподвижника. Не можем усомниться в их справедливости. Однако тут, когда сподвижник говорит: «Я слышал», это указывает на то, что он сам лично услышал от пророка саллаллаху алейхи вассалям. То, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорил: «Ман шахида», тот, кто засвидетельствовал языком, «Ан ла иляха илляллах», засвидетельствовал языком в соответствии своему сердцу, то, что нету Бога истинного, «Ан ла иляха илляллах», то, что нету Бога истинного, кроме Аллаха. И, сказав это слово, он обязался придерживаться всего того, что придет от Аллаха субханаху ва тааля, так как он засвидетельствовал то, что он является его Богом, то есть засвидетельствовал, что он является его иляхом, тот, кому он будет поклоняться. Раз он это засвидетельствовал, значит, он обязывает себя придерживаться всего того, что придет от Аллаха субханаху ва тааля, что Аллах субханаху ва тааля вменит ему в обязанность или обяжет его. И то, что Мухаммад засвидетельствует, то, что Мухаммад Расулуллах, то, что Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям является посланником Аллаха. То есть он примет все то, что было подтверждено от пророка саллаллаху алейхи вассалям. То этому человеку пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Харрамаллаху алейхи нара». Аллах сделает ему запретным огонь. Аллах сделает ему запретным огонь. То есть сделает запретным вечное пребывание в огне. Сделает этому человеку запретным вечное пребывание в огне. И путь, куда придет этот человек, место пребывания этого человека, это будет рай. Все равно будет рай с праведниками, даже если он делал дела грешников. И он сразу попадет в рай, не войдя в ад, если он был подчиняющимся Аллаху субханаху ва тааля. Однако, если он умер, будучи грешником, большим грешником, то он будет находиться под желанием Аллаха субханаху ва тааля. Если Аллах субханаху ва тааля захочет, то простит его. Если захочет, то накажет за грехи, которые он сделал. Однако, то, что если человек уже засвидетельствовал, и это, естественно, как мы сказали, слово «свидетельство» уже обязывает то, что человек это скажет при свидетельстве он скажет то, в чем он убежден. Так как само слово свидетельство «шахида», «шахада» это означает то, что человек говорит то, в чем он убежден. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ман шахида», именно, кто засвидетельствовал, будучи убежденным в своем сердце, и сказал языком. И ученые сказали, что это является условием. Если человек верит, убежден, то, что нет Бога истинного, кроме Аллаха, то является условием для него произнести это языком, если он способен на это. Если же он не произносит это языком, то он будет навечно пребывать, то он навечно останется в аду.
то он навечно останется, попадет в ад и навечно останется в ад. И далиль на это история с Абу Талибом, дядем пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он был убежден в ля илях илля и был убежден, что Мухаммад, пророк, саллаллаху алейхи, то, что Мухаммад, его племянник, является посланником Аллаха, но при этом, что не засвидетельствовал это языком, не сказал это языком, хоть и был убежден сердцем. Поэтому убеждение только в сердце недостаточно для человека, а также требуется от него произнести это языком. Вообще произнести. Не обязательно людям. Если люди потребуют, если они для себя до этого не знали, что ты мусульманин, и потребуют от тебя засвидетельствовать, то ты обязан засвидетельствовать то, что нету Бога истинного, кроме Аллаха. Если только у тебя при этом не будет препятствий. То есть, если ты засвидетельствуешь, прилюдно тебя могут убить, например. Как мы знаем, например, дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аббас, он принял ислам, он в Мекке еще принял ислам. Однако до того скрывал свой ислам, то, что даже вышел с мушриками в битве при Бадре. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: если увидите Аббаса, не трогайте его. Его вывели насильственно, принудили выйти. И потом он попал в плен, потом освободился, вернулся в Мекку и сделал хиджру. То есть скрывал. Потому что знал, если его сказал бы, то мог бы это очень сильно пострадать. То есть если нету никаких препятствий для того, чтобы сказать, и человек не говорит, это указывает на то, что это значит, что этот человек навечно останется в аду, как это будет с дядей пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Талибом. Следующий хадис – это хадис от Усмана бин Аффана, правителя верующих. Его кунья была Абу Абдилля. Он один из первых, кто принял ислам. Принял он ислам от дагвата Абу Бакра, то есть Абу Бакр сделал ему дагват, и он принял ислам. Он 2 раза совершал переселение в Эфиопию. Он не присутствовал в битве при Бадре, так как у него была причина, то, что его жена, дочь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, заболела, и надо было ему смотреть за ней. И при битве, как раз при Бадре, никого не принуждали идти в эту битву, была добровольной. И он не был на этом битве, потому что его жена заболела, и он смотрел за ней. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выделил ему долю из трофеев. Также он во время Худайбия не был при клятве Бей'ату Ридван, когда сподвижники поклялись под деревом пророку, саллаллаху алейхи вассалям, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил его в Мекку для того, чтобы он заключил договор с курайшитами. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда брал клятву с сподвижников, он ударил по своей руке и сказал: это от Усмана. Его называли Зу Нурайн, обладатель 2 лучей, так как он был женат на 2 дочерях пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть одна женился, потом она заболела, умерла, потом он женился на другой, потом она опять заболела и умерла. Он умер в месяце Мухаррам в 24 году по хиджре. И его похоронили в субботу в Бакии. Ему тогда было 82 года. Его правление длилось 12 лет. И от него приводят очень много хадисов. И очень много табиинов приводят от него хадисов. И он сказал: «Каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ман мата ва хуа я'ляму», тот, кто умрет, зная,
тот, кто умрет, зная, будучи убежденным, аннаху ля иляха илля Аллах, то, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, тот войдет в рай, сказал. Тот, кто умрет, зная, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, войдет в рай. И тут это является одним из условий ля илях илля Аллах, это понимать смысл этих слов. Понимать смысл этих слов. И выглядит невежественным, когда, например, маджлис никаха, когда никах совершается, и приходит мулла или бабай и заставляет пар произнести ля илях илля Аллах, при этом вначале не объяснив смысл этих слов. От того, что человек просто произнесет ля илях илля Аллах, он не станет от этого мусульманином, если он не знает, не понимает смысл этих слов. Однако, например, заставляет именно сказать на арабском языке. Если человек, например, сказал это на русском или на татарском, или на любом другом языке, который он понимает, то это имело бы пользу, в отличие от произнесения его арабскими словами, при этом не понимая смысл этих слов. Поэтому это будет очень невежественно, и от этого никах не станет правильным. От этого никах не станет правильным. Если человек, не знающий, не понимающий этих слов, произнесет ля илях илля Аллах, от этого он не станет мусульманином. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в Коране во многих местах указывает нам и обязывает нам не только знать ля илях илля Аллах, но также знать, кто является Аллах, кем является Аллах Субхану ва Тааля, обязывает знать его имена, качества, атрибуты. Аллах Субхану ва Тааля говорит, например, «Ва'алям анна Аллах азизун хаким». И знай то, что Аллах азиз хаким. Знай. Обязывает изучать его. И даже когда один человек проходился рядом с разрушенной деревней, и он сказал, как это может оживить Аллах после того, как она вот такая разрушенная, и Аллах Субхану ва Тааля умертвил его, и он пробыл в этом состоянии 100 лет, потом Аллах Субхану ва Тааля воскресил его и показал, как он может воскрешать, как он может оживлять, и он сказал, теперь я знаю то, что Аллах Субхану ва Тааля на все способен. То есть для всего у него есть кудра, мощь, сила. Аллах Субхану ва Тааля сделал такое, показал ему, как он воскрешает, только для того, чтобы человек стал убежденным в том, что Аллах Субхану ва Тааля все может. Поэтому очень важно именно изучать качества и имена Аллаха Субхану ва Тааля. И тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал на то, что вот произнеся ля илях илля Аллах, одним из условий является это, чтобы человек знал эти слова, понимал смысл этих слов. Понимал смысл этих слов. И если он понимает смысл этих слов и действует по этим словам, убежден в этих словах, то в этом случае это будет причиной того, что он войдет в рай, не войдя в ад, если он был праведником, и будут причиной того, что он войдет в рай, даже если это будет путь через ад. Однако знание этих слов и произнесение этих слов, и убежденность в этих словах, и придерживание того, что обязывают эти слова, будут причиной того, что он навечно не останется в аду, как приходит в сборнике Муслим и хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что касается верующих, то они сгорят, то есть когда в аду будут наказываться за свои грехи, сгорят до состояния угля, и потом Аллах Субхану ва Тааля выведет его из ада. Что касается неверующих, про это Аллах Субхану ва Тааля сказал, они будут ни живыми, ни мертвыми. То есть каждый раз, как будет сгорать тело, Аллах Субхану ва Тааля будет возвращать его заново. Но этого не будет, такого наказания не будет для верующих. Что касается верующего, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то он сгорит, пока не станет углем. Потом Аллах Субхану ва Тааля велит, чтобы его вывели из ада.
Тут про Усмана, рады Аллаху анху, приводит то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман мата», тот, кто умер, знаючи, и он знает то, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, дахаляль джанна, войдет в рай. Следующий хадис от Джабира, сына Абдулла, Джабир ибн Абдилля, ансар, из ансаров, один из тех, кто очень много приводит хадисов, присутствовал при Бадре и в других битвах с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, всего участвовал в 18 сражениях. Потом после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, отправился в Шам, после этого в Египет, Миср, ослеп в конце своей жизни. От него очень много хадисов приводится, и очень много людей приводят от него хадисов. Умер в Медине в 74 году, и ему было тогда 94 года. И он последний из подвижников, который умер в Медине. То есть подвижники, они разошлись по миру, кто в Египет пошел, кто в Шам пошел, кто в Ирак пошел, кто в Йемен ушел, кто в Медине, в Мекке остался. Вот из тех, кто остался в Мекке, в Медине, он последний из подвижников, кто умер в Медине. И сказал, он передает: «Каля Расулуллахи», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Финтани муджибатан». Два качества являются обязывающими. То есть они к чему-то обязывают, приводят к чему-то. И сказал один человек: «О посланник Аллаха, маль муджибатан». Что это за качества, которые обязывают? Что это за два качества, которые обязывают? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман мата юшрику билляхи шей'ан дахалян нар». Тот, кто умер, и он предавал Аллаху субханаху ва тааля, делал ширк по отношению к Аллаху субханаху ва тааля, тот он войдет в ад, то он войдет в огонь. То есть ман мата юшрику биллях, тот, кто умер, делая ширк Аллаху, предавая Аллаху сотоварища, что-либо, шей'ан, что-либо, дахалян нар, войдет в огонь, адский огонь. Ваман мата, а тот, кто умер, ля юшрику биллях, не предавая Аллаху в сотоварища, что-либо, шей'ан, дахаляль джанна, войдет в рай. В хадис приводится в Муслиме. Обязывающее имеется в виду, это является причиной. Ученые говорят, что два качества обязывающие, они названы только, подразумевается, это является причинами, так как единственный, кто может обязывать, это Аллах субханаху ва тааля. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так назвал, потому что они являются главными причинами, основными причинами. То есть тот, кто умер, совершая большой ширк, именно тут надо определить, что именно большой ширк, так как совершение малого ширка, хоть малый ширк и является выше больших грехов, то есть есть большие грехи, и самым высшим после больших грехов является вот малый ширк, но малый ширк, он не является причиной того, что человек останется навечно в аду. То есть человек может зайти по причине малого ширка в огонь, в ад, но не останется там навечно. Что делает человека вечным в аду? Это большой ширк. То есть если человек умер на большом ширке, то это является причиной того, что он войдет в ад, причиной того, что он войдет в ад, и надо добавить того, что он останется там навечно. Так как причиной войти в ад есть и другие грехи помимо ширка, но большой ширк именно является чем? Тем, что человека сделает вечно пребывающим в аду. А тот, кто умер, не делая ширка, Аллах субхану ва тааля, то есть умер на таухиде, то таухид является причиной того, что человек войдет в рай. Человек войдет в рай, то есть гарантирует, Аллах субхану ва тааля гарантирует
кто придерживается единобожия, таухида, то что этот человек войдет в рай. Если он, естественно, если он был праведником, то он войдет в рай без того, чтобы войти в ад, перейдет только сират. Единственное, когда он будет проходить через ад, это единственное, это через сират. Потому что Аллах Субхану ва Тааля взял на себя, обязал такое, то, что все люди пройдут через ад, имеется в виду, пройдут через мост, который проложен через ад. Если человек был праведником, то он войдет из числа первых в рай, не зайдя в ад. Если он из грешников, то он, если Аллах Субхану ва Тааля пожелает, именно такое условие надо поставить, то он войдет в ад и погорит за свои грехи, и потом все равно Аллах Субхану ва Тааля сделает его из обитателей рая. То есть единобожник, ему Аллах Субхану ва Тааля гарантировал, что он будет из обитателей рая. И поэтому это является очень важным изучением именно этой науки. Изучение таухида, изучение единобожия, так как это является причиной для того, чтобы человек не зашел, чтобы человек попал в рай, и поэтому нужно изучать, что такое, что является единобожием, что является ширком, что является куфром. Следующий хадис приводится от Абу Хурайры. Это очень важный хадис, как в Дагвате, так и в других, как и в воспитании, так и в других аспектах жизни человека. Этот хадис приводится от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, рады Аллаху анху. Он сказал: мы сидели с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, то есть сидели вокруг пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И с нами был Абу Бакр, Умар, да будет доволен ими Аллах. То есть группа сподвижников, среди которых был Абу Хурайра, Умар, Абу Бакр, Умар. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встал и ушел. Вдруг пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встал и ушел, не объясняя ничего, куда пошел, зачем пошел, когда придет. И фаабтаа алейна. И, говорит, очень много времени прошло. То есть он ушел, а мы остались ждать его, и он все не приходит и не приходит. И говорит: вахашина ан юктаа дунана. И мы забоялись, говорит, что с ним что-то произойдет, и нас нету. Что с ним что-то произойдет, когда мы его не видим, когда мы не находимся не с ним, не рядом с ним. Так как из этого понимается, что раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встал и ушел и не объяснил, значит, или он сейчас придет, ушел для чего-то, а если бы он ушел бы для чего-то другого, то он бы объяснил то, что не будет долго, чтобы люди не испугались. А тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встал и ушел, и не сообщил, зачем он ушел. И поэтому мы вдруг забоялись, говорит, что с ним что-то плохое случится, или враг нападет, или зверь нападет, или еще что-либо случится. И говорит: фафази'ана, то есть сначала страх появился, а потом два глагола тут используются. Хашина, испугались, и фафази'ана. Это синонимы, но раз Абу Хурайра привел их, сначала этот глагол привел, потом другой глагол. Первый означает то, что появился страх в наших сердцах за него, переживание, а второй указывает то, что люди начали двигаться. То есть страх начал проявляться в движениях. Факумна, и мы все встали. Факунту ауваля ман фазиа, и я был первым тем, кто начал двигаться, Абу Хурайра говорит. То есть проявлять беспокойствие. Фахараджту абтаги расуляллахи саллаллаху алейхи вассалям, и я вышел, ища пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, может, кто услышал, может, кто знает, может, следы есть, еще что-то. Хатта атайту хаитан, пока я не пришел к саду, огражденным. Хаит называется. Хаит, есть бустан, есть хаит. Синонимы, однако бустан — это просто сад, деревья растут, то есть кусок земли, где растут деревья, где растут то, что человек выращивает, а хаит — это именно огражденный забором. Сад, который огражденный забором. Я пришел к саду, огражденным забором, который принадлежал одному ансару из племени Бану Наджар.
Фасаварту бихи. И я прошелся вокруг сада и не нашел входа, не нашел двери, чтобы войти в сад. Фалям аджид фаиза рабиун ядхулю фи джауфил хаитин. И я увидел, как Рабиа, маленькая речка, заходит, вливается в сад. То есть сад и стена такая, и в стене проем есть, и через этот проем маленький ручеек вливается в сад. Фи джауфи хаитин мин би'рин хариджатин. Вот тут есть слово, и говорит это. Ручеек вливается в этот сад из колодца. Какого колодца? Хариджа. Тут ученые сказали, есть тремя способами можно объяснить это слово. Колодец, который, если поставить танвины, то мин би'рин хариджатин. Если так сказать, то это значит из колодца, который находится снаружи. Или же хариджатин, там не т марбута, а стоит х, буква х. Так как мы знаем, раньше точки не были, и, возможно, там было х, говорят ученые, то есть мин би'рин хариджуху. Мин би'рин хариджуху. То есть из колодца, который находился снаружи сада. Мин би'рин с колодца, который находился снаружи сада, или же мин би'ри бистанвина, мин би'ри хариджатин, из колодца, который принадлежал человеку по имени Хариджа. Вот три варианта. Хотя сказали, более правильный вариант, это первый вариант, то есть из колодца, который находился снаружи. Вар-раби'аль джадваль. И это... Тут некоторые ривая, кто приводит этот хадис, внедрили в хадис свои слова. Бывает такое, что кто-то приводит слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и внедряет свои слова как объяснение слову, И другой человек, который перенимает этот хадис, думает, что это слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, слова сподвижника, и перенимает так, как услышал. И в итоге хадис записывается, и потом ученый объясняет то, что это не слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или не слова сподвижника, а это внедрил этот, кто приводит этот хадис, тот, кто приводит этот хадис. Как, например, в начале Бухари есть хадис, где Аиша сообщает то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перед тем, как ему пришло пророчество, «кяна ятаханнас», приводит этот глагол, то есть пребывал в горе, в пещере, поклоняясь Аллаху субхану ва тааля. Вот это глагол использовала, и потом это, если в Бухари открыть, там после этого слова приходится другой глагол ятааббад, как пояснение. Сейчас в современных книгах там делают как? Вот этот глагол ставят, потом черточку, как бы указание на то, что это внедрил риваятчик, кто приводит этот хадис, внедрил слово как объяснение вот этому слову. А сам хадис это не от слов Аиши. Вот это слово не от слов Аиши. Тут тоже вот внедрили тот, кто приводит эти хадисы, риваят делают, вот внедрили, то есть объяснили название колодца. И говорит, фахтафасту. И я, говорит, это, сжался, чтобы пройти вот через дырку, вот эту, проем. Фадахальту аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Когда я, говорит, прошел, там пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит, Абу Хурайра, то есть он сказал, типа, для того, чтобы подтвердить, Абу Хурайра это или кто, вдруг сидит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и вдруг из стены появился человек. Из стены, и поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы подтвердить, Абу Хурайра это ты? Я сказал, да, о посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И он сказал, что случилось? И он сказал, ты был среди нас, встал и, говорит, долго не возвращался. Говорит. Фахашина ан туктаа дунана. И мы забоялись то, что с тобой что-то случится. Побоялись, что с тобой что-то случится. И начали совершать действия. То есть начали искать тебя. Факунту ауаля ман фазиа. И я был первым тем, кто начал двигаться.
проявил харакят, то есть первым забоялся за пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И я пришел к этому саду, то есть ища тебя, меня путь привел к этому саду. И я, говорит, сжался, как сжимается лиса, говорит, и «Вахауляи насу вара». И там есть люди сзади меня, которые ищут также тебя и боятся за тебя. И он сказал: «О Абу Хурайра», «Ва а'танина алейхи». И он дал мне 2 свои сандали. Дал 2 свои сандали для того, чтобы хоть сподвижники и так поверят Абу Хурайре, однако как подтверждение, что он пришел от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И тут ученые говорят, что он дал, польза того, что он дал ему сандали, это указывает на то, что на подтверждение того, что все, что скажет Абу Хурайра, является правдой, хоть они и так ему поверят, и является указанием на то, что приход пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было для того, чтобы улучшить жизнь людей, облегчить жизнь людей, и чтобы поднять с них те тяжести, которые были возложены на тех народах, которые были до него. И также указанием на то, чтобы, именно сандали, почему? Указанием на то, чтобы люди были крепки в своей вере, крепко стояли. И Абу Хурайра взял и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: возьми эти сандали, и всех, кого ты увидишь за этой стеной, за этим садом, из тех, кто свидетельствует, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, будучи убежденными в этом в сердце, то обрадуй их раем. И первым, кого я встретил, говорит Абу Хурайра, был Умар. И факаля ма хатани на'лян. И он сказал: что это за 2 сандали, о Абу Хурайра? Я сказал: эти 2 сандали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он послал меня с ними, чтобы я всех, кого я встречу, свидетельствующих, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, будучи убежденными в сердце, хотя Абу Хурайра никак не может узнать, что у людей в сердце, но это является доказательством на то, что для нас достаточно того, что человек произносит ля иляха илlallah с языком и потом живет в соответствии с этим. И мы это принимаем, как будто бы он убежден в этом сердце. Что он сказал, будучи убежденным в сердце. Это является доказательством, так как мы знаем, что Абу Хурайра никак не может узнать. Это знает может только Аллах субхану тааля, или посланник, или пророк, если ему сообщит Аллах субхану ва тааля. Однако это значит, то, что нам достаточно для того, чтобы подтвердить ислам человека, это то, что человек свидетельствует языком, говорит: я мусульманин, говорит ля иляха илlallah, и совершает действия в соответствии с этим. И сказал: тех, кого я увидел, свидетельствующих ля иляха илlallah, будучи убежденными в сердце, и вот это является условием, то, что когда человек произносит языком, то, что он должен был убежденным в этом, у него не должно быть сомнений в этом. Потом мы пройдем хадисы, если человеку приходят сомнения какие-то или мысли, что с этими мыслями или сомнениями делать, и что это означает. Это уже в будущем, иншаллах. И он сказал мне: обрадовать этих людей раем. И, говорит, Умар ударил меня по груди, говорит. И Умар ударил меня по груди, и я, говорит, упал на ягодицы. Я упал на ягодицы. И сказал: возвращайся, о Абу Хурайра. И я, говорит, фараджату иля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям фааджхашту бильбука. Я вернулся к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чуть ли не рыдая. То есть готов, вот как ребенок бывает, что начинает, чуть ли не плачет. Вот это глагол аджхаша. То есть готов зарыдать, готов заплакать. Пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и за мной следом быстро шел Умар. Я пошел к пророку, чуть ли не плача, и за мной быстро шел Умар.
Факаля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, и сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, что маляка я Абу Хурайра, что случилось у Абу Хурайра? Я сказал, я встретил Умара и сообщил ему о том, с чем ты меня послал, и он ударил меня в грудь. То есть тут еще надо указать на то, что, как Мулла Али Кари говорит, то что Умар бин Хаттаб тут и не хотел выходить против слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и то, что это является неистинным или неправильным. Однако, так как Абу Хурайра был послан для того, чтобы смягчить сердца уммы и обрадовать их, однако Умар бин Хаттаб увидел то, что скрыть это знание лучше, чтобы Абу Хурайра не распространял. Однако Абу Хурайра, видимо, несколько раз попытался дальше пойти, и потом уже Умар бин Хаттаб именно ударил. Поэтому, говорит, нельзя, хоть в хадисе так и приходит, мы не должны, говорит, это понимать так, что Умар бин Хаттаб взял сходу сразу и ударил, как услышал эти слова. А надо, говорит, это понимать, то, что Абу Хурайра, он сказал несколько раз Абу Хурайра, чтобы он вернулся. Однако, так как Абу Хурайра продолжал идти вперед, то он ударил после этого ударил его. И Абу Хурайра говорит, он меня ударил по груди, что я, говорит, упал на свои ягодицы и сказал мне возвращаться. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Умар, что заставило тебя сделать это? О Умар, что заставило тебя сделать это? Почему ты это сделал?» И Умар бин Хаттаб говорит: «О посланник Аллаха, би аби анта ва умми, пускай мой отец и моя мать будет искуплением тебе. Аба аста Аба Хурайра бин алейка, ман лакия яшхаду ан ла илях иллаллаху мустайканан биха кальбуху башшараху биль джанна». Ты послал ли ты Абу Хурайра с этими своими двумя сандалями, чтобы он всех, кого он встретит, свидетельствующих, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, будучи убежденным в это в сердце, чтобы он обрадовал их в раем? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Да, я его послал». И он сказал: «Не делай этого, не делай этого. Фаинни ахша ан яттакилу насу алейх». Я боюсь, что люди понадеются на эти слова. Я боюсь, что люди понадеются на эти слова. То есть подобные эти хадисы для людей, которые только приняли ислам и которые много чего не понимают в религии, могут этот хадис взять и оставить то, что требует именно эти слова. Именно слова. А те, которые уже знающие люди или которые хорошо понимают религию, то подобные хадисы являются тем, что побуждает, наоборот, этих людей совершать дела. А тех людей, которые являются невежественными, то эти хадисы являются причиной того, что люди начинают оставлять действия, оставлять дела. И поэтому Умар бин Хаттаб увидел то, что есть среди этих людей, кто свидетельствовал ля иляха илляллах, те, которые только приняли ислам или еще не знают хорошо ислам. Поэтому он сказал: я боюсь, что люди понадеются на эти слова. Оставь их, пускай они, говорит, оставь их, говорит, я'малюн, пускай они действуют, пускай они делают дела. Оставь их, не сообщай им о этой вести, пускай они делают дела. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: фахаллихим, оставь их. То есть Абу Хурайра велел, чтобы Абу Хурайра не выполнил этот приказ. То есть приказ отменил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И имам Навави говорит: филь хадис ихтимамуль атба'i бихалиль матбу'ихим. То, что в хадисе есть указание на то, что призывающий человек, то есть человек, который других людей призывает к исламу, призывает к благим делам, то, что он должен обязательно понимать
положение людей, знать их убеждения, знать их традиции, знать это, чтобы чтобы ему было легче людей призвать к исламу, и чтобы было ему легче отдалить их от харама. И говорит, также является в этом хадисе на важность того, что нужно совершать действия, которые приводят к порядку, приводят к улучшению жизни людей, и также варафу мафасидихи, и то, что отдаляет от тяжести, отдаляет от проблем. Также здесь в этом хадисе есть указание на то, что человек может заходить в дом другого человека, если он знает, что этот человек не будет против. Так как Абу Хурайра вошел в сад другого человека, и при этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ничего против не сказал. Также есть, говорит, здесь указание на этом хадисе, то, что человек может даже плоды брать, если знает, что этот человек не будет против. Не будет против. Друг, например, является, или знакомый. Или, например, он до этого сказал то, что можешь заходить, брать. Но при этом не столько брать, что не то количество, при котором, как имам Навави говорит, что человек большинство людей, если такое количество возьмешь, хоть и будут показывать лицом то, что они были не против, однако в сердце у них противиться этому, то чтобы это не было большим количеством, говорит. И это, говорит, то, на чем согласовались ас-саляф и валь-халяф, и говорит, то, что как первое поколение, так и последнее поколение. То есть, и тут также указание на то, что иногда отодвигание вреда, когда ты выполняешь одно действие, может прийти польза и может прийти вред, то тут надо что? Отодвинуть пользу для того, чтобы не получился вред. Так как если бы Абу Хурайра пошел бы, обрадовал бы, то есть это принесло бы пользу, так как люди, чтобы обрадовались. Однако вместе с этим бы и пришел и вред бы. Вместе с этим и пришел бы и вред. И поэтому, если приходит вред и польза, то отодвигание вреда становится приоритетом. Даже если придется какую-то пользу оставить. Это правило фикха, правило шариата, то, что отодвигание зла, отодвигание вреда является приоритетней, чем приобретать какую-то пользу. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука.